Мендет күнтә соң сачныр. Сегодня у нас интересная лекция от доктора исторических наук Марии Ачир. Мендет, Мария Акче. Сән Менды Цуктан. Здравствуйте, дорогие слушатели. Что, будем О чем вы начинать? сегодня нам расскажете? Я хочу сегодня поговорить о нашей степи, потому что мне кажется, что степь– это так же, как наш язык, это часть нашей национальной идентичности. А о языке сейчас говорят все, есть много чатов, но вот о степи, как части нашей идентичности, как-то мало звучит. Поскольку я по своей профессии всегда много работала в степи, проводила время, то я как-то решила, что я могу поделиться своими наблюдениями и мыслями. Вот. Лекция у меня начинать уже рассказывать дальше. Моя лекция называется «Особенно наша степь». Вот. Я могу дальше продолжать? Да-да-да. Я бы хотела узнать, сколько нас собралось людей. Так, мы сейчас не видим, сколько людей в Ютубе, но в iRadio у нас собралось, по-моему, 7 слушателей. Я хочу сказать то, что будет еще производиться запись этой лекции, и мы потом ее отредактируем и выложим на Ютубе и в Телеграм-канале, чтобы всем было удобно посмотреть. Начинать рассказывать, я включу экран для вашей презентации и удалюсь. Хорошо. Лекция моя называется «Особенно наша степь». Она действительно особенная. Так, секундочку. Нет, это... Я просто хочу выйти на начало. Так, она не туда идет. Как-то вслепую у нас получается. Вот это моя... Дело в том, что, как я уже сказала, я археолог по специальности, поэтому очень много времени провела в степи. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что вот пришел человек и по книжкам почитал про степи и рассказывает, да? Вот. И каждый год в течение практически всей своей жизни я проводила, по крайней мере, я думаю, в среднем выходит 2 месяца в году, это точно. Вот. А в некоторые годы было и по много. Например, если привести пример, там, например, в 2007 году мы работали июнь, июль, август около Малых Дербент, вели раскопки в зоне строительства газопровода. Помнят, наверное, все, кто газопровод в тот год получил, в 2007 году. А потом с сентября мы уже работали около села Иргенского, потому что у нас такой был совместный интернациональный проект, и мы там копали курган, большой курган бронзового века. И весь сентябрь мы проработали там, а в октябре-ноябре мы работали уже в Гордыковском районе в зоне строительства высоковольтной линии передач, электропередач, и в районе села Розенталь. Вот так вот примерно проходили наши времена. Например, в 2021 году тоже в июне мы работали около поселка Джангар. Там была паспортизация памятников по заданию Министерства культуры. Потом в сентябре нашей экспедиции мы обследовали курганные группы, дообследовали все курганные группы в окрестностях в районе там, 50-20 километров вокруг села Евгеньского, потому что мы пишем книгу по материалам наших раскопок и хотели сделать характеристику местности. Вот. А уже в октябре мы были в Гордыковском районе, около села Чапаевское, жили в селе Чапаевском, и 2 месяца работали, вели раскопки и исследования на 2 городищах хазарского времени Башанта-1, Башанта-2. Ну, вот так вот примерно можете себе представить, как проходила моя работа в степи. Вот я с большим удовольствием взялась за эту лекцию. И пока, я думаю так, сначала как я говорю, моя лекция состоит из 2 частей, романтической и реалистической. Вот. Романтической части я вот расскажу и о своем отношении к степи, и какие-то общие сведения мы получим о ней. Вот.
эта часть называется «Особенность нашей степи». Потом у меня такая маленькая подглавка, как я думаю, что мы просто можем даже побеседовать все вместе, как проявить любовь к степи. Вот, если она у нас, конечно, есть. Вот. И в реалистичной части я хочу остановиться, что существует такое мнение, что многие люди, даже живущие у нас в Калмыкии и только из окна автомобиля, смотрящие на степь, они думают, что степь – это пустое место. Степь – это не пустое место, вот, это жизненное пространство. И вот я даже вела такой научный проект, он так у нас и назывался «Степь как жизненное пространство в эпоху бронзы и раннего железного века». Вот. И поэтому я хочу здесь остановиться на более близком историческом степи, как жизненное пространство для калмыков с их традиционным кочевым образом жизни, и степь как жизненное пространство для русских и украинских крестьян, когда была крестьянская колонизация, так называемых Манагазрын-Орсмут. Потому что у нас те, которые в середине 19 века переехали в нашу степь и поселились, из Восточной Украины и русской Воронежской губернии в основном. Эти крестьяне уже настолько у нас калмыки свои родные, что калмыки традиционно их называют манагазрын, то есть русские нашей земли. Вот, вот такой примерно план работы, скажем. Степь настолько вот я как бы с радостью взялась, с энтузиазмом за эту лекцию, потому что для меня это часть моей жизни, это такое любимое место, где я всегда бываю абсолютно счастлива. Когда мы находимся среди людей, всегда бывают проблемы с коммуникацией, с пониманием друг друга, с ожиданиями, с разочарованиями. Вот. То в степи ты вот чувствуешь себя действительно абсолютно понятым и принятым. И чтобы понять степь, мне кажется, вот жалко у нас тут мы не можем напрямую разговаривать, но я бы хотела спросить, кто был последний раз в степи вот так вот, не просто с асфальта посмотрел, а именно шел километр за километром, шел и ощупывал эту землю ногами, и чувствовал ветер, и шелест трав и так далее. Вот, вот это чувство, когда тебя природа просто принимает в свои объятия, оно появляется именно не на первом километре, не на втором и даже не на третьем, а гораздо на большем количестве километров, когда ты проходишь. Вот мы, как археологи, когда делаем разведки, для нас совершенно нормально 14, 20, 25 километров в день проходить. Мы просто об этом никогда не знали, и это узнали только когда у нас появились электронные навигаторы, которые там считают все и показывают весь наш маршрут. Вот. Сейчас я хочу все-таки перейти к теме нашего. Вот я сейчас меняю слайд. Так, это вот наша романтическая такая призыв или как резюме нашей лекции. Вот карта. Я надеюсь, ее видно. У меня почему-то вот эта заставка фолии 3 есть. У вас полностью хорошо видно? Вот это современная физическая карта нашей республики. Ну, обратим внимание сначала на ее абрис. То есть границы, вы видите, такие изрезанные. Вот. И вот есть такой небольшой отросток, который выходит на Волгу. И такой небольшой отросток, который выходит в виде Городовиковского района и частично из Шалтинского района, вот на западе в степную зону. Вот. И основная часть нашей республики занимает полупустынная степь. Вот это все, что кроме Ергенской возвышенности, она считается степи, полупустынной степи. Вот, поэтому я уже тут сейчас вначале не буду долго, мы остановимся отдельно на границах. Но я, например, романтическая настроенная часть населения нашей республики иногда видит в абрисе нашей республики такой абрис всадника. Это вот село Плодовитое и прочее, они там рассматривают как голову коня и так далее, да. Но на самом деле это, конечно, такие границы сложились, это непростая история, когда эти границы так и разграничивали, да, и с какой целью. Ну, я, например, об этой границе всегда говорю, территория Калмыкии имеет два кукиши. Один называется «В нате вам, калмыки, Волгу», вот вам кукиш один, а второй называется «Нате вам, калмыки, степь». Вот. Но, тем не менее, хотя как бы урезанная территория, но тем не менее она у нас очень большая, 74,9 тысяч квадратных километров составляет.
Это почти в 2 раза больше, чем территория Дании, государства, и Голландии, например, в Европе. А, там не намного она меньше, чем Австрия. Вот. И практически почти совпадает по территории с Чехией, в которой, кстати, живут 11 миллионов, по-моему, человек. Вот. А у нас немного больше, чем 200 тысяч. В географическом отношении наши степи наши, как бы в территорию нашей республики входит правый берег Волги в самом нижнем ее течении вдоль и до берегов Маныча и Кумы, здесь на южной границе, да, разделяющих Волжское побережье от Ставропольской возвышенности. Это такая граница, действительно, вот Волго-Манычское, так сказать, понижение. Официально считается, что Калмыкия занимает западную часть Прикаспийской низменности и небольшой участок Волго-Ахтубинской поймы, а также восточную часть Иргенской возвышенности. Вот она большая, но мы ее занимаем только ее восточную часть. И также восточную часть Кума-Маночской впадины, которая является практически древним проливом, который соединял в древности, ну вот в эпоху палеолита, допустим, археологическую эпоху, это был пролив, существовал, и он соединял два моря, Каспийское и Черное. И вся остальная территория нашей республики была вообще-то дном вот этого моря когда-то большого. И море отходило, и были даже, так сказать, приливы в эпоху неолита, например, да. Последний прилив был вот 14 тысяч лет назад, который, так сказать, захватил практически вот эту низменность прикаспийскую, наиболее выраженную, где у нас показатель высоты минус 27 показывает. Вот. Ну а в целом весь рельеф у нас равнинный. Вот при Каспийской низменности в результате отхода моря как бы остались такие небольшие бугорки, небольшие такие понижения, которые заняты такими небольшими степными озерами. Весной они все заполняются водой. Вот. И там же имеются частично быровские бугры. В Юргенской возвышенности это, конечно, древний берег моря. И поэтому вот это все изрезанные такие места, Эгейской возвышенности, это, конечно, как фьорды в Норвегии. То есть это были такие узкие морские проливы, которые заходили вот в глубину этой возвышенности. И поэтому рельефы, вам видно, наверное, у меня, например, вот это закрывает фолия. Здесь вот показан рельеф, как говорится, как он изрезан такими повышениями, понижениями. То есть балки и хамуры. Халимгар их называют хамур. Хамур значит как нос, да, то есть они такие, потому что они такие действительно узкие и длинные, вот, и выдаются вот в низменность. Самая высокая точка в Калмыкии – это 222 метра всего лишь над уровнем моря. Это гора Шарет. Вот. Она находится вот ближе к Хомутниковскому, когда едешь. И очень красивое место, кстати говоря, действительно самое высокое место в республике. Ну вот что касается рельефа, немножко такое как бы романтическая такая часть, это Зергейская возвышенность, например, по легендам калмыков, да, была вроде такой Зярлик Болсын, да, какой-то мудрый человек Зярлик Болсын, то есть предсказал. Он сказал, что калмыки придут в такую местность, где 33 салат, Гучунгорван сала, Гучунгорван Эрикбях, Газарта, Изун Диле Дирхка. И вот в какой-то мере, не знаю, получилось так и получилось примерно, да, что вот эти вот Иргенские возвышенности, она и состоит из таких балок и оврагов, да, и, возможно, тут, конечно, зависит от масштаба карты, как считать, может быть, их, правда, при каком-то определенном масштабе 33. Ну, а так, конечно, они все разветвляются, их очень трудно посчитать в целом. Вот. И действительно, наше калмыцкое Торгаутское ханство было здесь как суверенное государство, существовало, так сказать, плюс-минус 100 лет, да. И это было временем, конечно, оптимальным и как в политическом отношении, так и в хозяйственном и экологическом отношении для народа. Что касается прикаспийской низменности, начиная вот с севера, вот с Октябрьского ныне района, да, я надеюсь, вы как бы, ну, знаете, да, какие там поселки. Вот, вот, например, в районе Джангар мы работали, да, и там нам такую местную легенду рассказывали, что это место называется Бурхан-Бусангазр. То есть это место настолько благоприятное было, что его так называли. То есть место, где спустился Бог с неба на землю.
И это правда. Почему? Потому что в самое такое мы жаркое время работали, там в июне месяце, тем не менее там была трава зеленее и свежее, чем в других местах. Почему? Потому что объясняется это просто. Потому что это место древнего русла Волги, которое проходило вот от поселка Джангар, например, вот в сторону поселка Утта. Сам поселок Утта, он же назывался Горвун Утта Газар. То есть там, где стояли 3 ивы. Потому что мы пишем сейчас Утта через 2 Т, а оно неправильно. Так же, как мы Ойраты писали через Т, а оказывается, надо через Д, потому что мы одну Эрду улыз, да? И Утта, Удн – это ива по-калмыцки. Когда-то там была вода и стояли плакучие ивы. Поэтому эта местность называлась Горун Утта Газар. Ну, от этого осталось только Утта, да. Вот это место тянется, и там мы делали разведки, просто огромное количество керамики и всяких, то есть там действительно очень плотно проживало население, и если вот ближе к Утте уже там действительно эрозия почвы была и нарушена, может быть, многие памятники, то в районе Джангара это, конечно, несметное количество там археологических памятников осталось. То есть плотно населенная была территория. Вот, Маныч. Про Маныч я вам уже рассказала, что это древний морской пролив, и это, конечно, серьезный водный источник, который, в общем-то, долгое время и кормит, и обеспечивал водой республику. Теперь о Волге. Исторически вообще вот у калмыков всегда принято было спрашивать, когда знакомились, Нерусан Кельх. Знакомиться – это значит Нерусан Кельх. Или Нерусан Медельцха, то есть познакомиться. Вот. А состоит это выражение из 2 слов «нерн», то есть имя, и «усн». А «усн» – это речка. То есть эта традиция всегда была, где, по какой реке живет твой народ. И Мадн традиционно, Юрдулсы, Хальмгуд, да, Мадн называли всегда Иджлин Мюрнголын Халимгуд, или Монголмуд, да, Монголчут. Вот. То есть река Волга играла ключевую роль в жизни и в этнической нашей идентификации. Мы как-то теперь от этого отошли, и многие, может быть, даже как-то и не помнят, или даже не читали и не встречали такой Иджилин Монголмут или Иджилин Халимгут Герат. Но исторически это так и есть. И, например, когда я была в Пекине, ездила туда лекции читать, то там, конечно, приехали все студенты, которые, ну, были там синьцзянские, и они там водили меня по землячеству, и все представляли меня Иджилин Монгол. То есть вот монголка с Волги. Вот. И поэтому, конечно, для нашей идентификации это важная река на самом деле. И Волга, если вот о ней говорить, то она же Ичиль-Кисын, да, это же как Итиль. Наверное, многие слышали Итиль, это древняя столица Хазарского каганата и так далее. Но это слово, видимо, существовало очень-очень давно. То есть Хазарский каганат – это 7 век нашей эры, да? И татары называют эту Волгу Идель, там кто-то называет ее Идель. И поэтому, на самом деле, эта Волга такая интернациональная, как Дунай, да? Может быть, вы, наверное, ваше поколение уже не слышало, такая была песня, что там и румыны, и болгары, и все там бросали цветок в Дунай, потому что он был такой рекой дружбы народов. Так и Волга. На Волге тоже проживает 7 народов. Это прежде всего удмурты, которые живут на притоке Волги, Ками, да? Потом идут татары, потом идут чуваши, потом идут Мариэл, потом идет волжские немцы, например, там были, да, жили на Волге. Мы калмыки, и частично в дельте, так сказать, это относится к территории Казахстана, дельта Волги. Вот. Поэтому это река интернациональная, но вот мы среди монгольских народов, наше этническое название Джин-Монгол. Что касается нашего климата, вот он называется резко-континентальный по-научному, то есть очень жаркое лето и сухая малоснежная зима. Вот. Максимальная температура в июле составляет 42-44 градуса выше нуля, а минимальная в январе 34-36. Ну, сейчас, конечно, климат меняется, это может быть немножко устаревшие данные, но тем не менее примерно так оно все равно и есть. Среднегодовая температура 10 градусов. То есть мы живем вообще-то в очень теплом крае. По карте я смотрела, Калмыкия находится на широте Болонии в Италии, Северной Италии. Но у нас очень малое количество осадков. То есть у нас максимально в некоторых местах 350 миллилитров, а в основном 180 и 220.
То есть это именно вот это вот количество, годовое количество осадков не позволяет у нас расти деревьям. При таких показателях, то есть это нужно, чтобы было больше 400. Вот. И поэтому у нас степь, и не простая степь, а полупустынная степь. Вот, казалось бы, если сравнивать, например, две части прикаспийской низменности к западу и к востоку от Волги, то наша сторона, наша как бы правобережье, это правая сторона Волги, или западная, с запада, который западный берег Волги. Главное отличие западной части заключается в необычайно малоснежной зиме, очень больших термических ресурсах теплой половины года. Вот так официально, да, сказано. То есть получается, что у нас вообще практически нет снега, и довольно большое длительное время в году у нас тепло. Как я говорю, у нас в Калмыкии лето, в общем-то, может начаться в апреле и закончиться в конце октября, правильно? Сколько раз было уже, что до конца октября дети ходили в школу там без курточек и так далее. То есть это частое явление у нас. Вот. И самым большим преимуществом нашей степи для кочевников была теплая зима без устойчивого снежного покрова. Она давала возможность использовать для пастбища круглый год. Вот в чем ценность нашей была земли. Вот. И говоря как бы научным языком, да, ну вот мы теперь рассмотрим позже в реалистичной части, я постараюсь это вам показать. Но вот сейчас я хотела перейти к такой более приятной части, которую я называю романтической. Вот в чем еще особенность, если так по-простому, да, рассказывать? Весна. Весна – самое лучшее время года в Калмыкии, все знают. Вот. Буйно цветет степь весной, и наполняются водой все степные маломальские озера, крик и шум птиц заполняет округу, ветер перебирает гибкие зеленые стебли камыша. Ну вот наступает конец мая, июнь, и летние неустанные суховеи начинаются у нас, и уже к середине лета они превращают нашу цветущую степь в стоящий на корню гербарий. Сейчас я вам покажу слайды, которые вот еще весенние такие. Вот это уже сначала у нас ранние это тюльпаны и подснежники, а потом появляется ковыль, и вот он сначала такой зелененький, а потом вот степь вся такая седая становится. Так красиво волны ковыля, когда они колышутся на ветру. Ну, это уже такое развитое лето было сделано. Ну вот, и потом начинается вот это вот, когда природа, как я говорю, сама заготовляет сено готовое, да? То есть не надо косить, не надо сушить, оно вот само на корню стоит и уже готовое сено. И очень-очень полезно. Именно на этой сухой траве наш скот, тем не менее, столько витаминов наращивает и наращивает массу мясную, да? Потому что в ней много витаминов и минеральных веществ. Таким образом, природа как бы сама заботится о сохранении зимнего корма для скота, самого натурального и самого полезного сена. Вот. Все эти маломальские озера в течение длинного и знойного лета мелеют и превращаются в увлажненные низины, те, которые покрупнее озера, а маленькие вообще высыхают, и к осени птицы уводят свои уже подросшие выводки в другие края. Остается только выросший за лето высокий камыш, шумит ветер в его вершинах, а внизу затишье. Здесь можно укрыть отары овец. Вот у меня еще одна, по-моему, есть лето. Сейчас покажу вам. Да, вот. Это мы, кстати, замеряем котловину Хурула буддийского около села Манджикины на Евгеньской возвышенности. И вот когда улетают все птицы, и в это вот около камыша здесь можно укрыть отары овец в непогоду в камышах. Коровы охотно пасутся здесь, выбирая еще зеленые части молодого камыша. Сухой камыш – отличное топливо в зимней стуже. Его вязанками можно укрепить и утеплить войлочные юрты, дома вечных странников-кочевников. Холодные пронизывающие ветры зимой так же неустанны, как горячие суховеи летом. Именно они выдувают тепло из наших жилищ. Именно они превращают легкий морозец в жгучий. Именно они сносят и развеивают редко выпадающий и немногочисленный снег, оставляя обнаженную степь, прикрытую лишь сухими травами. Этому суровому ветру радуются только чабаны, выпасая на бесснежных, обдуваемых ветром равнинах свои многочисленные отары овец. Они-то знают, что для них самое главное – сохранить поголовье скота.
не дать ему ослабнуть или погибнуть от бескормицы в течение длинной зимы. А для этого им, как воздух, нужна выпасная погода, чтобы каждый день скот мог подкреплять себя той самой сухой травой, которую с лета приготовила сама природа. Именно вот из-за этого, что зимой можно было пасти скот, и эти ветры сносили весь снег, именно это и ценили кочевники. Вот в первые годы прибытия на Волгу айраты, например, в начале 17 века, они всячески стремились занять это правобережье, именно вот то, где мы сейчас, наша республика находится. И дело в том, что Энгазер Булагда, да, то есть там были же нагайцы, они тоже пасли скот здесь ну, зимой, и поэтому они, конечно, контролировали свои территории, и пришлось, так сказать, были немалые кровавые столкновения за эту территорию. Вот. Так что мы вот склонны иногда свой Еврогазран да, не ценить, мы свою землю иногда не ценим, думаем, ну что она вот такая, летом жарко, зимой ветры, да, ну что в ней такого хорошего. А для кочевого хозяйства классического это была большая-большая ценность. И этот правый берег, он был обширный, большой. И поэтому даже когда нагайцы не пускали калмыка первое время, то риск оправдывал себя. Все равно тайком даже перебирались на правый берег и зимовали здесь, так как они имели больше шансов сохранить поголовье скота. В качестве зимних пастбищ айраты использовали также урочище Рын-Пески, междуречье Волги и Урала. Это там, ну, ближе к Саратову, да, ближе к Уралу, вот. Но там зимой тоже территория не покрывается снегом, она тоже такая песчаная, сухая степь. Но там участки были, ну, участок был намного меньше по размерам и не столь оптимальный по травостою весной и осенью. А это самое тоже было важно после зимы, да, чтобы скот еще при переходе на летнее пастбище все-таки он имел корм. Вот. До прорастания новой травы скотине тоже нужно было что-то есть. И поэтому, когда большая территория, то зимние пастбища можно было менять, да, то есть перегонять их туда, где еще зимой не было съедено все. Поэтому Нагорная, вот калмыки ее называли тогда Нагорная сторона, Нагорная или как называли еще ее Крымская сторона Волги, она представляла большую ценность для кочевников, вот, в частности для наших предков. И при этом надо учитывать, почему так было. Да? Зимники играли очень решающую роль по сравнению с летниками. А к зимним кочевьям предъявлялись особые требования. Зима опасна для кочевого хозяйства. Это и скудость растительности, это и голодные волчьи стаи, это метели и гололедицы. Как бы ни были плохи летние пастбища, летом скот не гибнет от бескормицы. Но неудачный выбор зимовки мог привести к полной потере скота. А это означало для кочевников смерть самих. Поэтому зимние пастбища распределялись особенно тщательно, их границы строго соблюдались. То есть годами, например, каждый там род, да, знал, что его зимнее пастбище находится там и нигде больше. То есть это заранее, если вы хотели поменять, то вы должны были договариваться с другими родами, потому что те были уже как сказать, в сфере влияния другого рода. И это очень-очень строго соблюдалось. Зимники также воспринимались самими кочевниками как что-то стабильное и что-то родное, чем летние кочевки. Велизнгяну, да, кюрят хлябоха, так говорили старики. То есть лишь бы мне добраться до зимника, и там можно и помереть. Потому что все-таки там будет похоронен, и поэтому там как бы будет посещаться это место, может быть, это в такой надежде, да, потому что род и родственники всегда будут приходить на это место. И поэтому вот это наш обычай, когда на Цагансар люди встречаются и приветствуют друг друга, обнимают, и спрашивают «Являйся Ирюль Мендегарута». Вот это вот раньше это был не риторический вопрос, потому что зимой люди, во-первых, распределялись на маленькие, так сказать, группы, да, чтобы, опять же, из-за пастбищ, и, так сказать, 5-6 семей всегда зимовали вместе, не более. Вот. А потом весной они все-таки на Цагансар встречались и вот так приветствовали себе друг друга. Ну вот мы теперь, жители современных городов, да, и сел, часто сетуем на эти особенности нашего климата и ландшафта, совсем не подозревая, что именно они и привлекли в низовье Волги наших предков, кочевых айратов. Вот поэтому, если смотреть с такой точки зрения, то, конечно, наша Родина обладает большим количеством преимуществ для нас. И уж нас-то, наше небольшое население, оно всегда прокормит. Вот теперь я хотела такую романтическую часть лекции немножечко
Степь, вот мое отношение к степи, да. Я как-то прочитала слова Василия Гроссмана. Вы знаете, наверное, такой писатель, он, долго его не издавали, но вот после перестройки стали издавать. Он автор «Нюрнбергской тетради», которая была вообще-то художественным произведением, но она использовалась на Нюрнбергском процессе как документ. Журналистом он тогда был военным. Вот Василий Гроссман в своем романе как-то написал такие строки. И он имел в виду именно наши, потому что он участвовал в этой Сталинградской битве. Есть у степи одно особое свойство. Это свойство живет в ней неизменно. И на рассвете, зимой, и летом, и в темные ненастные ночи, и в светлые ночи. Всегда и прежде всего степь говорит человеку о свободе. Степь напоминает о ней тем, кто потерял ее. Вот я считаю, это потрясающие слова. И вот я вспомнила, что у меня тоже есть такой же материал. Я его называла раньше «Ода степи», а теперь я его называю «Наедине со степью». И вот я собираю его и когда-нибудь даже издам, наверное, в виде такой книжечки. Ну вот я хочу зачитать вам некоторые ее части. Вот. Вот, потому что это в основном просто мои мысли о степи, где я пропадаю иногда по несколько месяцев и, возвращаясь из археологической экспедиции, долго привыкаю к домашнему быту. Как солдат, пришедший с войны, привыкает к мирной жизни. Это правда. Вот. Каждый раз, когда я бываю в степи, она поражает меня своей бесконечностью и величием. Степь я сравниваю с морем или океаном. В степи так же, как на океанских просторах, никогда не бывает полного штиля. Почти всегда слышен голос ветра. А когда он безмолвен, то по беспрестанному движению трав ты знаешь, ветер, непременный друг открытых пространств, он тут, он всегда с тобой. Так же, как и на бесконечных водных просторах, в степи можно различать тысячи оттенков одного и того же цвета. Весной, когда степь изобилует разнотравием, это особенно выражено. В целом можно сказать, степь зазеленела после зимы. Но в то же время каждый пригорок, каждая низинка имеет свой оттенок зеленого. А у горизонта зеленая степь магическим образом становится голубой и сливается с небом. Даже когда степь выжжена солнцем и горячими ветрами-суховеями, столько оттенков желтого, переходящего в золотистые и охристые цвета, что можно наблюдать их часами. Сидеть на кургане и наблюдать ежеминутно меняющийся от игры ветра, от движения облаков на небе, театр оттенков. Иногда появляется ощущение, что вот этот курганчик, на котором ты сидишь, медленно и плавно плывет, и поэтому меняются оттенки трав вокруг тебя. Наверное, также можно сидеть на палубе корабля и наблюдать постоянно меняющиеся волны океанского простора. В степи хорошо понимаешь, что мир состоит из неба и земли. Мне всегда кажется, что горы и леса мешают осознать это. Они смазывают этот дуализм. В степи каждую минуту ты находишься между небом и землей. Шагаешь по разнотравью, по щиколотку ты еще на земле, а выше ты уже в небе. Можно сказать, небожитель. Может, поэтому после прогулок в степи человек становится более великодушным, меньше реагирует на бытовые мелочи. В то же время именно степь учит нас простой правде жизни. Каждый из нас– это только малая толика мира вокруг нас. Каждый из нас, даже вместе со своим автомобилем или лошадью, это всего лишь маленькая черная точка на горизонте. Часто, стоя на кургане, я долго наблюдаю, как черная точка приближается и приобретает очертания всадника или автомашины. И даже если приехавшие разговаривают со мной свысока, пытаясь произвести впечатление властных и могущественных людей, это не производит ожидаемого эффекта, потому что я знаю, только что эти люди были всего лишь точкой на фоне вечной степи и станут ею снова, как только отъедут от кургана. Да и сама я остаюсь едва различимой песчинкой на фоне степного кургана. Я люблю, выехав в степь, бежать по ней, широко раскинув руки, подальше от машины и других людей, а потом упасть на спину и долго-долго смотреть на небо, а затем и вокруг себя. И тогда появляется ощущение, что ты лежишь как раз посередине, в центре, сверху небо, вокруг тебя край земли. И ты вдруг эмпирическим путем приходишь к заключению. А земля-то круглая. Неважно, в каком уголке земли я побывала. Возвращаясь в родные степи, я испытываю своего рода эйфорию. Уже по дороге из Волгоградского аэропорта до Элисты, пересекая пол республики с севера на юг,
Все время в пути я неустанно смотрю в окна машины. А уж лучшего подарка не надо, если выехать в самую глубь степи и идти по ней и любоваться ее такой незаметной для постороннего глаза красотой и наполняться радостью от чувства единения со своей родной стихией, небом, ветром и степью. В мыслях я никогда не расстаюсь со степью. Она живет во мне всегда, во все 4 времени года. В любое время суток я могу мысленно видеть степь такой, какой она бывает в эту пору, вплоть до мельчайших деталей. Когда я иду по степи, я осматриваюсь вокруг по-хозяйски, потому что точно знаю, что когда-нибудь я вернусь сюда и никуда больше не уеду. Я вернусь в свою степь в виде пригоршни моего праха, чтобы остаться здесь навсегда. Вот так я написала, да? Ну вот кроме своих мыслей о степи, я начала собирать мысли других людей. Таких вот, например, как Семен Израильевич Липкин, переводчика знаменитого калмыцкого эпоса «Джангар», а также простых жителей нашей республики. Вот как-то в газете «Листинская панорама» прочитала статью о Семене Липкине. Прочитала и не смогла забыть ни слова, написанные им в молодости, ни слова, сказанные им в преклонном возрасте, уже 90-летним стариком. Липкин приезжал в Калмыкию в 1930-е годы, когда занимался переводом эпоса. Он провел в степи не столько много времени, как я, но все же успел влюбиться в нее так, что не забывал до глубокой старости. Однообразна ты, калмыцкая степь, но велико твое могущество. И кто хотя бы раз внимал твоей стозвонной тишине, кто хотя бы раз вступил на древнюю твою целину, тот никогда не забудет тебя. И учащенно и трепетно забьется его сердце, когда он снова увидится с тобой. В одном из своих последних интервью Липкин сказал: «Я с удовольствием поеду в дорогую для меня Калмыкию. Я по ней очень скучаю, она часто мне снится. Думаю, что мне дадут возможность проехать по калмыцкой степи, побывать в тех местах, которые я знаю и люблю. Хочу поехать во все стороны, и к Башанте, и к Яшкулю, и Приютному. Мечтаю еще раз увидеть калмыцкие степи». Вот. А еще вот прочитаю вам, я его называю такое «Тело и степная душа». Как-то раз мы, когда на экспедиционной машине возвращались в Элисту, то знакомый попросил нас подвезти до Троицкого его родственника. Родственник оказался подвыпившим мужчиной. В дороге мы разговорились с ним, и он стал вспоминать службу в армии, где-то в лесах средней полосы России. И из всего, что он рассказал, мне запомнились его слова о том, как он скучал по степи. «В лесу для тела очень даже хорошо», — говорил он. «Там тенечек, ягоды вкусные и так далее. Но для души ужасно, как в тюрьме за решеткой. Куда ни пойдешь, везде деревья, от земли до самого неба. Я думал, не доживу до того момента, когда вернусь домой. У нас тут просторно, светло, все видно далеко-далеко. За той балкой орел взлетел, там машина едет, душа радуется», — говорил он. И я его хорошо понимала. Это чувство очень даже знакомое, я думаю, каждому, да? Следующий материал, это я его назвала «Плач по степи». У нас работал бульдозерист в экспедиции из Садового. Иван его звали, по-моему, фамилия Курдюмов. В 2006 году он у нас работал. И он рассказывал, что после перестройки жена его уговорила переехать к ее родственникам куда-то под Воронеж. Там он работал также трактористом. Но там, по его словам, ему было плохо. Ходишь по загону, он имел в виду участок поля, который он, так сказать, вспахивал на тракторе. А вокруг один лес, как стена, ничего вокруг не видно. Я остановлю трактор, бывало, и даже заплачу, рассказывал он. Не смог он там жить. Вернулся в свое село Садовое, где родился и вырос, и теперь работает в дорожно-строительном участке, откуда мы арендовали его бульдозер для работы на кургане. А вот еще одно наблюдение маленького ребенка. Вот. «Опасные деревья» называла я его. Прочитав «Оду степи», моя подруга Татьяна Николаевна Багарданова вспомнила, что ее племянник в 5 лет, приехав в Ярославль в гости, боялся гулять в парке и говорил:
Няня, пошли отсюда, тут деревья шатаются, они упадут еще на нас. Пример восприятия чужой для него среды. Мальчик жил на краю села Яшкуль и каждый день привык видеть бескрайнюю степь. Ему казалось, что деревья качаются на ветру и упадут на него. И вот еще один, это уже взрослые, так сказать, я этот материал назвал «Нестатичная степь». В сентябре 2012 года мы прилетели в Ростов с мужем и решили наведаться в музей под открытым небом. Кстати, вот кто в Калмыкии, очень советую туда съездить. Андрей Цыбри его открыл. Это недалеко от Калмыкии, от границы Калмыкии, в Ростовской области, на берегу одного из рукавов Дона. Он открыл такой бывший пионерский лагерь, а теперь там археологическое и палеолитическое жилище, и бронзового века и так далее. Он называется «Потерянный мир». Можно в интернете найти его. Вот его владелец, мой коллега, археолог Андрей Цыбри, давно приглашал нас познакомиться с его детищем. Андрей забрал нас из аэропорта, и на его ланд-ровере мы покатились по ровным и чистым дорогам мимо Ростова в северо-восточном направлении, по левому берегу Дона. Дороги, как всегда, говорили обо всем сразу, в том числе о том, кто где копал в этом и прошлом сезоне. Андрей рассказал, что он подрядился работать в прошлом сезоне в одной из экспедиций в средней полосе России. И тут он сказал фразу, которая сразу запала мне в душу. Ты знаешь, я лесом восхищался только первую неделю, а потом заметил, что лес очень статичное образование. В степи намного интересней. Степь, она все время меняется. Растения здесь недолговечны. Постоянно меняются цветки, листки. Даже от дуновения ветра вся степь меняет свою окраску. Набегут облака, степь одного цвета. Разошлись облака, тени легли по-другому, опять все оттенки изменились. Заскучал я там, больше не поеду. Вот, дослушав его рассказ, я сказал: Андрей, благодаря этой фразе ты войдешь в мою книгу. Вот. Вот я не знаю, вы можете мне отвечать, да? Как-то вот нет как-то обратной связи. Вам всем видно хорошо все? Так, это следующая часть. Я тут немножечко хочу поговорить с вами вот сначала о тех, кто уже любит степь. Я уверена, что среди вас есть, конечно, люди, которые бывают в степи и действительно испытывают к ней такие чувства, как герои моей будущей книги. Вот. Ну вот иногда я думаю, почему же все-таки, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что многие, в общем-то, не знают степь, и если не знаешь, то как ее любить-то? И иногда бывает, да и знаешь, а тоже не можешь полюбить, потому что ты не понимаешь ее, да? В чем, так сказать, ее особенности, в чем а, а, преимущество. Мне кажется, в этом виновата наша школьная программа. Вот если бы в школе нам, помните, белая береза под моим окном, там багряный лист и так далее. То есть мы всегда учили времена года с 1 класса, и смену, так сказать, погоды, и про снятие урожая, и про снопы, и все такое. Это все касалось вот как бы территории русских, вот средней полосы России, лесная зона. А ведь если бы нам в школе с детства преподавали, что вот весной там начинается охот, что в степи цветут тюльпаны, что осенью у нас, как говорится, стоит на засохшей залита трава, и это самая ценная трава для корма скота зимой и так далее. Наверное, мы бы все-таки, у нас было бы больше людей, которые знают и любят свою окружающую среду. Ведь на самом деле природная среда, она очень важна для нашей, для любого выживания любого народа. Так же, как горы, например, важны для алтайцев, для чеченцев, они без них не могут жить, и я их понимаю. Вот. И в каждой своей природной среде человек чувствует себя лучше, он набирается энергии. Поэтому еще вот такое еще было нам внушено такое, что вот наше все калмыцкое, оно какое-то вот отсталое, оно какое-то вот, ну, как бы не самое плохое, ну, второсортное, скажем, да. А вот все такое вот ценить русское, это вот как бы было быть более развитым, да. Например, многие ведь знают там всякие деревья, там мы знаем там, березу, клен, там все такое. А вот спроси нас, какие травы растут в степи? Ковыль, полынь. У меня студенты приезжают на практику, они не различают вообще, даже речку от озера не отличают. Как-то приехали на экскурсию школьники из Башанты,
И мы стоим на высоком берегу, 9 метров высоты, у нас крепость наша хазарского времени там стоит. Я им показываю раскоп, и, естественно, прекрасный вид открывается на реку Егорлык, которая вот по-русски называется Егорлык, а ее-то название настоящее Зег-Герлин-Гол, калмыки называли. Зег – это граница, то есть река погранична огней, потому что Егорлык был такой границей с кавказцами. Вот. Зег-Герлин-Гол. Получилось по-русски Егорлык. Вот мы стоим на берегу этой реки, и школьники говорят: о, какое красивое озеро. Я говорю: так это же река. А они говорят: а какая разница? То есть вот, ну, как бы настолько, как бы мы мало бываем на природе с детьми. Ко мне приходят студенты на практику, и я им говорю: вы в Волгограде были? Да, были в торговом центре. А в Пятигорске были на рынке. А вот сказать, где вы в музее были или где вы там поехали, посмотрели там ступу, например, база Бакши или что-то, такого нет, никто ничего не знает. Это в некоторой степени может быть и, как говорится, не вина детей, а вина родителей, которые сами не ездят, не интересуются и детей не возят. Зато все были на рынке в Пятигорске. На самом деле, нам нужно, конечно, степь. Это с языком у нас как бы трудно, но я сейчас очень оптимистично настроена, все хотят. И я думаю, что выучим. Если английский мы выучили, немецкий выучили, то чего же родной калмыцкий не выучить? Выучим. Я думаю, даже играючи, поэтому не переживайте, научимся. Да? Ну вот еще бы вот начать ценить свою окружающую географическую среду, свою степь. И вот в этом плане у меня вот такие мысли, может быть, это как-то поможет тоже делу, да, для тех, кто еще не начал любить степь. Ну, например, бы хотел. Вот. Ну, это, конечно, прежде всего дети, потому что все, кто постарше, как бы то ни было, все-таки я когда была на Мальте, я все время говорила: как мне здесь нравится, потому что это как у нас в Калмыкии. Они говорят: почему? Я говорю: ну, куда ни поешь, везде море у вас, а у нас куда ни поешь, везде степь. Поэтому взрослые все-таки все равно больше сталкиваются, а дети вот совсем мало. И вот мне кажется, что этому бы помогло развитие какого-то пешего туризма. Это же очень полезно растущим детям ходить по степи. Например, весной какие-то экскурсии организовывать. Я вот езжу, мы делаем разведки всегда, и я все время поражаюсь, как красиво в степи весной. А еще эти ягнята, эти маленькие телята, жеребята. Это же просто вот рай земной на земле. Вот. Повести их, показать, как они бегают, как они играют. Детям, мне кажется, такая радость будет. Вот. И многие вот по студентам своим, например, знаю, они вот считают, что земля – это грязь. Я говорю: это не грязь, это земля. Вот хальмут говорят: кюрста газр, потому что это газрын кюрсин, да? Это земля, она живой организм. Вот его вскопаешь, да, потом заровняешь, она уже залечивает свои раны, так же, как мы порежем пальчик, да, и у нас нарастает новая кожа, да, так и это. То есть это живой организм. И люди говорят: вот это наступил на грязь, а наступил на землю черноземную. Наоборот, вот в степи мы когда ездим, у нас большое преимущество. Везде земля обработана, а у нас не обработанная. Имнык тек говорят. Имнык, то есть девственная степь. И именно вот в девственной степи, не там, где вот много людей ходит. Если ты пойдешь туда, где никто не ходит, то вот эта энергия от земли, ты прям ее чувствуешь. И я много раз убеждала, что люди в начале разведок, мы там выезжаем в разведку на 10-7 дней, допустим, да, в начале разведки люди как-то неохотно ходят, быстро устают, а потом все бодрее и бодрее, и все меньше спят. То у нас молодежь начинает выть, когда мы говорим, выезжаем в 7 часов или в 6, да, то вдруг они раньше меня, начальника, просыпаются, ходят, шумят, да, то есть вдруг у них появилась энергия рано вставать. То есть вот этот фактор тоже не надо забывать. Он даже физически нас спасает. И потом ходьба по мягкой степи, она очень тренирует спину и, так сказать, тело, потому что мы вот археологи изучаем древних людей, и наши антропологи, которые изучают кости древних людей, они сказали, что самые здоровые люди были охотники и собиратели, потому что они очень много ходили пешком. А это самое гармоничное развитие всех мышц, всех мускулатуры. Сердце работает ритмично, когда человек идет пешком. И при этом желательно, чтобы он шел не по асфальту по ровному, а все-таки он шел по неровной земле, настоящей, как бы чувствовал ее ногами, и каждый раз ширина и глубина шага была разной. Вот. И я бы вот такое вот предложила, что вот у меня такая мечта, например, что вот я как-то читала, что в Саудовской Аравии, там у них такая традиция, они по весне или по осени, не знаю когда,
выезжают все в пустыню со своими вот этими палатками, и там вот как бы живут жизнью своих предков в степи несколько дней, и это для них это такой как отпуск, и это считает каждый уважающий себя, так сказать, араб побывать в пустыне один раз в году хотя бы, да. Вот. Я вот мечтаю, чтобы у нас в Калмыкии такое было, чтобы раз в году все выезжали и дня 3-4 жили в степи просто. Вот видели, как солнце встает, как оно садится. Это такое чувство. Ты идешь вот по степи, когда хорошая весна, например, лето, да, я помню вот на курган, на раскоп, Манакаются, Машидер Суджоди Уджудна, да, а я пешком иду. И вот каждый день иду по одному примерно месту, потому что, ну, надо же мне в одну точку, и как ни верти, я стараюсь, конечно, разнообразить, но оно все равно получается по одному близкому месту. Каждый день другие листочки, цветочки. 2-3 дня поцветут, уже нету, теперь другие цветут. Знаете, это просто удивительно. Каждый день новости. Поэтому, мне кажется, вот такие вот организовать было бы хорошо и для детей, и для взрослых, и для здоровья, и для души. Вот, это вот такая вот у меня была идея. Вот теперь я бы хотела поговорить вот степь как жизненное пространство для калмыков. Вот смотрите, вот здесь на карте хорошо показан, высвечен, так сказать, вот это, его называют степной пояс Евразии. Я вот, например, сама в археологии специалистом являюсь по степной части Евразии. Вот моя докторская диссертация была «Древние всадники евразийских степей». Вот. Это такая уникальная в географическом отношении вещь, что здесь как бы примерно одинаковые условия проживания, и это самый быстрый способ передвижения. Дело в том, что как археолог могу сказать, что в каменном веке степь была мало ужита, потому что люди лучше выживали в смешанном лесу и в горах. А в степь они вышли уже из тайги. Поэтому у нас, у айратов, мы тоже. У нас 20% по генетически так называемая сибирская примесь. Ее называют генетики именно как бы таежный. Это ген таежных людей. То есть мы даже не из лесу вышли, а из тайги вышли. И это сделали все кочевники. Ныне и в древности кочевники, они выходили все из тайги. Потому что в тайге жизнь была тяжелая, и когда были доместицированные животные домашние, то это оказалось просто раем на земле, когда не нужно было охотиться, а скотина была с тобой. И поскольку охотники были людьми не склонными к интенсивным способам, они перешли на экстенсивный. То есть они гнали скот, и где он пасся, он следовали за ними в юртах. Но зато питание было, как говорится, намного более бесперебойным и менее опасным, чем у охотников. Вот так вот кочевники передвигались. То же самое сделали наши предки. Они из района Центральной Азии начали передвигаться на запад. И причем есть такая тенденция, что когда кочевники движутся на запад, то вдруг они обнаружат, что чем дальше они идут, тем климат лучше. Лето длиннее, зима мягче. И вот уже даже в Северном Казахстане намного суровее зимой, чем, например, у нас. И поэтому чем дальше а, а, и хорошо. И чем дальше они шли, тем больше им нравилось. И когда наши предки пришли на Волгу, они просто поняли, что это очень хорошее место, не только потому, что у нас с апреля по октябрь лето, и зимой у нас снега нет, и можно пасти скот, это хорошие условия, но еще потому, что были близкие различные торговые возможности, города были поблизости, в Черном море рукой подать, а там еще с античных времен были города и торговые центры и так далее. Вот. И когда они пришли, а, примерно вот я, например, наблюдаю, да, у меня даже про это написано несколько статей, они и на немецком вышли, и на английском, и на русском. Вот. И калмыки, в общем-то, повторяли, вот уже придя на Волгу, они повторяли тот же маршрут кочевок, что и древние кочевники. Например, я писала кандидатскую диссертацию по кочевникам скифского времени и выяснила, что схема кочевок на территории Волги была такой же, как и у калмыков. Но в отличие, вот когда они пришли, совпадает с сезонными кочевками номадов до исторического времени, скажем так, 5-6 век до нашей эры. Когда наши предки появились в степях Нижнего Поволжья в середине 17 века и заняли обширную территорию по крымской стороне до Царицына, это вот правобережье, да, наше, а по Ногайской стороне до Самары. Вот во всех последующих шерстных грамотах, там 655, 57, 61 годов, за калмыками формально и фактически как бы все эти территории были закреплены.
Хотя надо сказать, что в этот период все эти территории никому не принадлежали. То есть Российской империи тогда еще не было, и российское государство имело границы свои далеко, так сказать, на севере. А эти территории были не освоенными. Но вот, тем не менее, как бы, хоть они были не освоены, но были какие-то, ну, такие договоренности, кто где что занимает, да. Вот. И поэтому у калмыков была возможность занять просто такую огромную территорию. Вот сейчас я вам покажу карту. Так, это просто ландшафты. Вот эта схема кочевок. К сожалению, у нас вот, я тут кинулась, правда, я, конечно, экспромтом заявила свою лекцию быстренько, да, потому что мне тема очень близка о любви к степи, то кинулась, оказывается, карт цветных хороших нет, вот бы надо бы это сделать. Это вот схема как кочевок, и вот схема нашей территории. Вот оно, территория Калмыцкого ханства в разные годы, как бы, да. Но, во всяком случае, она доходила до Самары на левом берегу и до Яика, реки Урала, да, нынешнего. Вот. И у нас есть целый комплекс источников, картографические материалы, например, так, секундочку. Вот, как бы более понятно, это вот я в свое время для своей археологической статьи делала. Она хоть как бы не историческая, но вот по всем данным я сделала. Вот вся территория Калмыцкого ханства и летние и зимние кочевки обозначены. У нас много источников, исторические сведения, государственные документы, труды отдельных исследователей. Поэтому вот система кочевок калмыков, как бы она достоверно установлена. А в отношении археологических мы, конечно, руководствуемся по расположению археологических памятников. Вот я тут давно уже археологию отложила. Вот белым обозначены здесь памятники. Вот у меня почему-то эта фолия закрывает, у вас, думаю, нет, да? Вот. Вы видите, что на левом берегу, как они далеко ходят. То есть они кочевали так же примерно, как калмыки. Летом там, а зимой вот здесь вот на правом берегу. Точно получается, совпадает практически полностью. Вот эта вот карта здесь показывает, вот как у нас на территории. То есть кочевники, вот это вот скифского времени, 5-6 век. Вот они где располагаются? При Каспийской низменности. Почему? Это потому, что то, что я вам говорила. Там мелкие озера, и они высыхают, там вырастает камыш, и там хорошо зимовки делают. И они поэтому скапливаются. Они вот на Ергенские такие открытые пространства не выходили зимой. А как только весна наступала, они переходили Волгу и уходили туда на луговую сторону Волги, где было много снега, и, соответственно, потом трава была хорошая. Вот. И вот согласно описаниям карты и других сведений, вот для калмыков это уже, да, вот я вам показываю, карта такая, да, здесь вот видно мелкие озера, вот еще сохранившиеся. Это карта моя археологическая, общую мы делали когда-то. Ну вот на старой водной карте лучше видно. Видите, сколько худуков, и, соответственно, худуки всегда делали возле маленьких озер. Это значит места озер. Здесь географические названия даже при Каспийской низменности по-калмыцки называются Зиргинта, это вид камыша, зирг. Зигиста, это тоже вид камыша. Ханата, хана, это такой крупный такой тростниковый камыш. То есть это же и говорит о том, что вот по видам камыша даже названия географические. А вот на Иргельской возвышенности таких названий нет, зато есть Годжур, то есть много ручьев было, Гочка, это течь, да, или Гашун-Бургуста, Эмта-Бургуста, это тоже, так сказать, кусты, которые росли по водным источникам. Бургсон. Так, что у меня следующий? Нет, следующий уже другое. Так, вот да, расскажу про калмыков. Согласно описаниям карты и другим сведениям, левый берег являлся низкой луговой стороной реки с холмистым рельефом. В летнее время это прекрасные пастбища, образующиеся после весеннего разлива Волги. Но в зимнее время глубина снежного покрова в сочетании с холмистым рельефом, способствующим концентрации снега в низменных местах, не позволяло калмыкам выпасать скот. Правый берег – это высокая нагорная сторона. Вот сейчас я опять вернусь к той карте, да. Высокая нагорная сторона реки. Здесь располагались места, удобные для зимников и содержания скота на подножном корму в течение всей зимы и ранней весны. Бесснежные, открытые, ровные пространства, окаймленные долинами мелководных степных речушек и мелких озер с густыми зарослями камыша, дающим защиту от холодных ветров, скоту и топливо для кочевников. То есть сено заготовляла сама природа, она же выращивала камыш, в котором можно было, как знаете, загонов для скота не было, но шургун, шурхла, да, калмыки всегда загоняли свою скотину в камыши, чтобы защитить их от ветра, потому что вы сами знаете, может, слышали, вы, наверное, не знаете, я дочь чебана и точно знаю, что шургун, шурхла, когда ветер, да, у овец вот такая привычка навстречу ветру бежать.
И их вообще очень трудно остановить. Поэтому их загодя уже, когда ветер усиливается, надо куда-нибудь загнать, куда им некуда, чтобы с одной стороны их закрывало, чтобы они не побежали. Вот. А как они потом теряются, замерзают, и вот пропал скот, да? Вот. И на правом берегу Волги расположено ответвление сухих русел Волги. Вот то, о чем я говорила. И вот именно вот в этих же местах эти пересыхающие летом водоемы имели густые заросли камыша. И поэтому являлись ближайшими, наиболее удобными для зимовки. Это я уже говорила. В этих местах имелись также удобные переправы через Волгу. Весной и осенью кочевники вместе со скотом могли перебираться на левый луговой берег Волги и возвращаться на зимники, не совершая длительных переходов. Вот в этом и есть причина, почему, например, у нас в Калмыкии, да, дерюды преобладают. Потому что когда наше ханство решило уйти, именно из-за ограничения в территориях и во всем, когда хан Буши уводил калмыков, то дерюды жили ближе всего к Волге, вот в северном, ближе всего к переправам этим удобным через Волгу. И поэтому их задача была пропускать и обеспечивать людей горячей пищей. Это же все-таки был январь месяц. Вот, и поэтому они должны были сняться и уйти последними, пропустив всех. И когда все проходили, вот войска, когда царские пришли, кто-то все-таки дал информацию, да, они перекрыли Волгу и не пустили. И поэтому получилось, что Нургальджи, да, как бы преимущественно остались дырюды. Вот. А ушли, кстати, в Нургальджи торгуды получилось, да, поэтому у нас как бы из-за этого такой диспропорция. Мы являемся остатками остатков, получается. 1/3 населения была насильно оставлена, и при этом очень много же хотели все-таки дальше следовать, и они погибали, потому что пытались все-таки перейти Волгу и уйти дальше. Калмыцкое ханство, оно было как бы официально признано российским государством в 664 году. Оно просуществовало, как я уже говорила, чуть больше 100 лет, до 771 года, здесь на Волге. Ну вот показатель, да, что люди все время кочевали. То есть они вот переходили Волгу. Как вот люди переходили, да? Кони плыли сами, люди, так сказать, наполняли бурдюки, держались за бурдюки, а овец такие плоты делали. И прямо целые отары овец переправляли. То есть они умели, это была практика. Сейчас, может быть, это мало кто такие смелые есть люди. Но в то время Волга и не была такой широкой, потому что не было же построено водохранилищ. Вот. Ну вот так они ухитрялись, да. И например, вот такие факты, да. Административный центр ханства кочевал вместе со ставкой хана. Все переговоры, деловые встречи проводились в разных местах. Цинское посольство из Китая в 714 году хан Аюка принимал свои роскошные кибитки в урочище Мантахой на луговом левом берегу Волги. Во время персидского похода Петр I встречался с Аюкой у Саратова в окрестностях Астрахани. Вот. Присягу на верность России Дон Дук Амбо в 735 году давал в Ергенях, в урочище такое Росушах. Наверное, неправильно сказано калмыцкое название, я думаю. Находившееся к юго-западу от Царицына. Вот, например, у нас вот Волгоград называют Ахши. Как бы это идет от того, что Царицын назвали, а Царицын в свое время назвали от речки Сары-Су. То есть по-тюркски это желтая речка, да? Желтая вода. Су – это вода. Вот. Отсюда русским слышалось Царицын, они и назвали Царицын. А у нас уже калмыки от Царицын назвали Ахши, потому что Ахши – это вот княгиня или как, вот, как царица, да, получается. Вот. Вот, ну, соответственно, этим же источникам, о которых я говорила, многочисленным, да, кочевое скотоводство в его естественной форме велось калмыками только в определенный отрезок времени. В истории калмыков это период существования калмыцкого ханства до 771 года, когда кочевниками активно использовались оба берега Волги, правый для зимних, а левый для летних кочевых. Пастбищные угодья имелись в изобилии, общее распределение пастбищ между улусами осуществлял калмыцкий хан. Эту систему миграции можно охарактеризовать как оптимальную для кочевого скотоводства и развития традиционной культуры. В условиях степей Нижнего Поволжья именно она оказывается экологически и экономически оправданной. Именно этот этап сезонных миграций калмыков правомерно сопоставлять с системой кочевок археологических древних кочевников. То есть они кочевали, как всегда, веками кочевали в этих местах люди. Но с середины XVIII века калмыки начали ощущать территориальные ограничения со стороны царского правительства.
И эта притесненность и политические ограничения послужили основой для ухода тайком, решения тайком покинуть пределы России, где им не позволялись более привольно кочевать. Уход в 771 году большей части калмыков под лидерством последнего хана Убуши обратно в Джунгарию послужил началом колонизации. Русский царь объявил себя верховным собственником всех земель калмыцкого ханства Таргаутского, вот, на том основании, что он стал преемником калмыцкого хана. Видимо, все-таки тогда настолько этот институт был еще силен, калмыцкого хана, что он не мог сказать, я вот просто сейчас владелец этой земли, а он даже себя преемником его назвал. Титул и ханство которого они как бы этим самым ликвидировали. Опасаясь бегства меньшей части насильно оставленных калмыков, около трети прежнего населения, царское правительство сформировало цепь военных фортов по левому берегу Волги и запретило калмыкам кочевать на луговой стороне Волги. С этого момента калмыками практиковались полуоптимальные или вынужденные системы кочевок. Почему они полуоптимальны? Я вам уже говорила, что наша правая сторона, она удобна только для зимних кочевок. И лучше все-таки, если весной скот переходил Волгу и уходил на луговые пастбища, а возвращался уже осенью ранней, да? Весной они уходили до начала Машкары, вы сами знаете, да, в Октябрьском районе Цаган-Аман, когда бывает, в июне, да, значит, до июня они должны были перейти Волгу и уйти на левый берег, а осенью они должны были, так сказать, перебраться до наступления заморозков, да, первых. И тогда они возвращались на землю нетронутую. И вся эта весь гербарий, это сено, которое природа заготовила специально для калмыцкого скота, он находился в нетронутом виде. А если круглый год кочевать, пытались там, конечно, на Евгениях летом, а при Каспийской низменности осенью, это уже было не оптимально. Кочевое хозяйство не выживало, так сказать, не было уже таким экономически оправданным. И поэтому, да, интересно, что даже после запрета кочевать на левой стороне Волги имелись случаи самовольного перехода Волги и выпаса скота там. Правительство из-за этого было вынуждено внести коррективы положения о запрете. Согласно положению 19 мая 806 года об отводе земель, калмыкам было разрешено каждое лето по очереди одному из улусов переходить Волгу и кочевать там на землях так называемого общего очередного летнего кочевья всех улусов, кроме Хашиутовского. Ну, Хашиутовский улус, вы знаете, где находится село Хашиутово, как бы между Волгой и Ахтубой, да, который в нижнем течении течет параллельно, это рукав как бы Волги. Вот. Они и так как бы были частично на левом берегу, поэтому за исключением Хашиутовского. А остальные 7 улусов, их было 8 улусов в составе Астраханского ханства, Астраханского губернии. Вы знаете, когда хан ушел, то все земли Тургутского ханства были, основная часть отошла Астраханской губернии, это 8 улусов. Один Большедербецкий улус отошел Ставропольскому краю, тогда он назывался тоже Ставропольская губерния. А земли, где жили калмыки, которые перешли в казачество, они были как бы номинально переданы в область войска Донского. Таким образом, вот в буквальном смысле колониальная политика, разделяй и властвуй. Народ разделили на 3 части. А потом еще часть казаков жила на Урале, была, так сказать, такая диаспора, а часть калмыков была на Тереке. Таким образом, все были разделены. Но вот что касается этих астраханских, как их называли, степных калмыков, вот они бедные, да, 8 улусов, значит, 7 улусов. Значит, они 7 лет ждали, чтобы хотя бы одно лето отправить скот туда, на левый берег, и, наконец, так сказать, остаться с прибылью. Ну вот во первой половине 19 века, то есть какое-то время калмыки сами как бы кочевали, но вот во второй половине 19 века уже началась официальная, так сказать, колонизация земель. В улусах Волжских калмыка была создана система крупных оседлых поселений русских и украинских крестьян. Сокращение пастбищной территории части калмыцких улусов заставляло кочевников пасти скот и зимой, и летом на одних и тех же пастбищах, нести убытки от нехватки кормов. Это вынуждало часть калмыков к отказу от традиционного кочевого скотоводства и переходу в батрачество к состоятельным русским и украинским крестьянам и на работу на соледобыче, рыбной ловле. Некоторые из них пополнили ряды волжских бурлаков. Вот. В 80-е годы 19 века отвод новых земельных участков для оседлого населения лишил кочевых калмыков доступа к Волге. Были оставлены только узкие проходы для водопоя. Вот я сейчас вам покажу карту. Тут я немножко отклонилась от запланированной
Это вот как степь выглядит с курганами. Вот, вы знаете, вот эта вот черно-белая карта, она лучше всего показана, но тут плохо видно. Вот все нарезано, то есть все выходы к Волге, вот только узкие проходы, только скат. Тут вот все русские села, начиная, значит, Солянка, начиная с Плодовитого, само название, да, Садовое, и так далее. Вот они по Евгеньской возвышенности, наиболее благоприятным местам они располагались, все это урезанные участки. Потом урезаны все, так сказать, вот посмотрите следующую карту. Вот здесь тоже видно красным, это все, что как бы было отобрано у калмыков. И поэтому, конечно, кочевое скотоводство не могло быть оптимальным и без доступа к воде. Вся последующая история калмыцкого народа расценивается специалистами как время разрушения традиционного способа хозяйства, ведущего к кризису и разрушению традиционной культуры кочевников. Демографические данные свидетельствуют о снижении рождаемости и стагнации прироста населения среди калмыков 19-го, начала 20 века. Вот. И в этих вот статьях, которые я читала, да, там даже русские чиновники писали, что калмыки страдают такой болезнью, мужчины, в большинстве чеджин-седжик, так они пишут, чеджин-седжик. То есть это депрессия самая натуральная, потому что калмыки до этого были воинами, они во всех войнах участвовали, они были вооружены, а после ухода долгое время калмыкам не разрешали вообще оружие хранить у себя. И поэтому для кочевника, который не мог ничего кроме воевать, и тем более они теперь не могли кочевать, как хотели, это, конечно, вело к депрессии и стагнации населения. Поэтому в этом плане, как бы, конкретно пример вот с казаками, которые стали казачество перешли, они как раз миновали эту долю, потому что казакам уже разрешалось же иметь оружие, и они тоже участвовали во всех войнах, и вообще они вели вольный образ жизни. Вот. И это, видимо, было более, так сказать, более безболезненный переход к оседлости. Вот. И степные калмыки Астраханской губернии продолжали кочевать, но очень, так сказать, можно сказать, нищенствовали, и земля их вообще превратилась, можно сказать, в резервациях. И, честно говоря, а вот казаки, они более приспособились к оседлому быту и жили намного лучше. Вот. Вот такая вот история, да, как сказать, использование хозяйственного, как степь, как и служила, как местом для жизненного пространства для людей. И после ликвидации калмыцкого ханства, хотя оно как бы само по себе ушло, но все-таки был указ о ликвидации, хотя оно не ликвидировалось вообще-то, оно просто ушло. Да? Вот. До 4 ноября 1920 года не существовало никакой единой калмыцкой административно-политической единицы. Декларацию в июле принял первый съезд, общекалмыцкий съезд о том, что создать автономию калмыцкого народа, а только вот 4 ноября она была утверждена Москвой, и поэтому эта дата считается, вот когда начало уже легитимного государственного образования Калмыцкой республики, Калмыцкой области тогда сначала. Дело в том, что если рассказывать историю, так сказать, революции, с одной стороны, конечно, революция сделала хорошее дело для калмыков, что хотя бы объединились. Например, так сказать, Большедербецкий улус был соединен с этими остальными улусами, которые были в Астраханской губернии, значит, уральские казаки и тирские, они тоже были переселены потом в Калмыкию, то есть они вернулись в Калмыкию, как бы, Калмыцкую автономную область. Вот 13 было станиц в области войска Донского, где проживали, это были чисто калмыцкие станицы, Платовская, Денисовская, Иловайская, Кутикниковская, Батлаевская, Новоалексеевская, Власовская, Чуносовская, Бурульская, Иркетеновская, Потаповская, Габеевская, Беляевская. Вот. И вот эти территории, конечно, не отдали, но, по крайней мере, они многие оттуда перекочевали на основную территорию Калмыкии. Таким образом, хотя бы народ собрался в одном месте и получил хоть какую-то форму государственности. Хотя история была такова. Ленин вначале обещал всем самоопределение, всем народам России. Почему в революцию пошли очень много нерусских людей, евреев особенно было много, да? Кавказские народы шли, и наши шли, калмыки. И потому что они надеялись, что получат, то есть станут независимыми. Но когда началась гражданская война, и в ней почему-то красные стали побеждать, тогда, как говорится, когда они укрепились, то они сказали, нет, вот только автономия, это самое, так сказать, большое, что мы можем вам позволить. Вот. Ну и, так сказать, пришлось соглашаться на это очередной раз.
Хотя вот воссоединение всех калмыцких земель и всего калмыцкого народа, за это была идея, которая объединяла и бедных, таких, которые пошли в Красную армию, таких как Мудрюшкин сын Амурсанан, да, и таких как Данзан Тундутов, да, так сказать, дворянин, сын, значит, Малодербетовского князя. Это все объединяло. Вот таким образом появилась наша республика. Точно так же, как сейчас мы тоже как-то калмыки все распределились, но вот надо нам объединяться все вместе, хотя бы дигитально, да. Вот. Вот сейчас, если вы не устали, уже сколько времени-то я говорю? Эм, Мариекче, да, мы можем сделать сейчас так. Вы отдохнете 5 минут, и мы перезапустим стрим в Телеграме на нашем канале iRadio в режиме разговора, где люди могут поднимать руки, ну, в прямом эфире с вами общаться. да, хорошо, отлично, договорились. Тогда сейчас я буду завершать стрим на YouTube наш и здесь. И будем переходить в Телеграм. Я ссылку вам скину. Вы пока выпейте воды, отдохните Мгм. немного. Хорошо. Поэтому мы не прощаемся с нашими слушателями. Ждем вас в нашем Телеграме Айрат Радио. Приходите, поговорим с лектором. Задайте свои вопросы, расскажите, поделитесь, дайте обратную связь, понравилась вам лекция, что интересного услышали. Все, пока, до встречи. До скорого. Значит, нажимать "Студия Ферласен"? Покинуть студию?